Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые взрослые! Я хочу прочитать вам рассказ Михаила Зощенко «Самое главное». Жил на свете мальчик Андрюша Рыженький. Это был трусливый мальчик, он всего боялся. Он боялся собак, коров, гусей, мышей, пауков и даже петухов. Но больше всего он боялся чужих мальчишек. И мама этого мальчика очень и очень грустила, что у нее такой трусливый сынок. В одно прекрасное утро мама этого мальчика сказала ему: «Ах, как плохо, что ты всего боишься. Только храбрые люди хорошо живут на свете. Только они побеждают врагов, тушат пожары и отважно летают на самолетах. И за это все любят храбрых людей, и все их уважают, дарят им подарки и дают ордена и медали. А трусливых никто не любит, над ними смеются и потешаются. И от этого жизнь у них бывает плохая, скучная и неинтересная». Мальчик Андрюша так ответил своей маме: «С этих пор, мама, я решил быть храбрым человеком». И с этими словами Андрюша пошел во двор погулять. А во дворе мальчишки играли в футбол. Мальчишки эти обыкновенно задирали Андрюшу, и он их боялся, как огня, и всегда от них убегал. Но сегодня он не убежал. Он крикнул им: «Эй, вы, мальчишки, сегодня я не боюсь вас!» Мальчишки удивились, что Андрюша так смело им крикнул, и даже немножко испугались. И даже один из них, Санька Палочкин, сказал: «Сегодня Андрюшка Рыженький что-то задумал против нас. Давайте лучше уйдем, а то нам, пожалуй, попадет от него». Но мальчики не ушли, наоборот, они подбежали к Андрюше и стали его задевать. Один дернул Андрюшу за нос, другой сбил ему кепку с головы, третий мальчик ткнул Андрюшу кулаком. Короче говоря, они немножко побили Андрюшу, и тот с ревом вернулся домой. И дома, утирая слезы, Андрюша сказал маме: «Мама, я сегодня был храбрый, но из этого ничего хорошего не получилось». Мама сказала: «Глупый мальчик, недостаточно быть только храбрым, надо еще быть сильным. Одной храбростью ничего нельзя сделать». И тогда Андрюша незаметно от мамы взял бабушкину палку и с этой палкой пошел во двор. Подумал: вот теперь я буду сильнее, чем обычно. Теперь я разгоню мальчишек в разные стороны, если они на меня нападут. Андрюша вышел с палкой во двор, а во дворе мальчишек уже не было. Там гуляла черная собака, которую Андрюша всегда боялся. Размахивая палкой, Андрюша сказал этой собаке: «Попробуй только, залай на меня, получишь по заслугам, узнаешь, что такое палка, когда она прогуляется по твоей голове». Собака начала лаять и бросаться на Андрюшу. Вот такая собака. Размахивая своей палкой, Андрюша 2 раза ударил собаку по голове, но та забежала сзади и немного порвала Андрюшины штаны. И Андрюша с ревом побежал домой. А дома, утирая слезы, он сказал своей маме: «Мама, ну как же это так? Я сегодня был сильный и храбрый, но из этого ничего хорошего не получилось. Собака разорвала мои штаны и чуть не укусила меня». Мама сказала: «Глупый мальчик, я забыла тебе сказать, недостаточно быть храбрым и сильным, надо еще быть умным. Ты же поступил глупо, ты размахивал палкой, этим рассердил собаку, ты сам виноват. Надо немножко думать и соображать, надо иметь смекалку». Тогда Андрюша Рыженький в 3-й раз вышел погулять, но во дворе уже не было собаки, и мальчишек тоже не было. И тогда Андрюша вышел на улицу, чтобы посмотреть, где мальчики. А мальчики купались в реке, и Андрюша стал смотреть, как они купаются.
И в этот момент один мальчик, Саня Палочкин, захлебнулся в воде и стал кричать, чтобы его спасли. Мальчики испугались, что он тонет, и побежали звать взрослых. Андрюша хотел броситься в воду, чтобы спасти Саню Палочкина, и уже подбежал к берегу. Но тут подумал: нет, я плохо плаваю, и у меня не хватит сил спасти Саньку. Я поступлю умней. Я сяду в лодку и на лодке подплыву к нему. У самого берега стояла рыбацкая лодка. Андрюша оттолкнул эту тяжелую лодку от берега и сам вскочил в нее. А в воде лежали весла. А Андрюша стал бить этими веслами по воде. Но у него ничего не вышло, он не умел грести. И течение отнесло лодку на середину реки. И Андрюша стал от страха кричать. А в этот момент по реке плыла другая лодка, и в ней сидели рыбаки. Эти рыбаки спасли Саню Палочкина. И кроме того, догнали Андрюшину лодку, взяли ее на буксир и доставили к берегу. Андрюша пошел домой и, утирая слезы, сказал своей маме: «Мама, я сегодня был храбрый. Я хотел спасти мальчика. Я сегодня был умный, потому что не бросился в воду, а поплыл в лодке. Я сегодня был сильный, потому что оттолкнул тяжелую лодку от берега и тяжелыми веслами колотил по воде. Но снова у меня ничего хорошего не получилось». Мама сказала: «Глупый мальчик, я забыл тебе сказать самое главное. Недостаточно быть храбрым, сильным и умным. Этого слишком мало. Надо еще уметь знания. Надо уметь грести, уметь плавать, ездить верхом на лошади, летать на самолете. Надо многое знать. Надо знать арифметику и алгебру, химию и геометрию. А для того, чтобы все это знать, надо учиться. Кто учится, тот бывает умный, а кто умный, тот должен быть храбрый. А храбрых и умных все любят, потому что они побеждают врагов, тушат пожары, спасают людей и летают на самолетах». Андрюша сказал: «С этих пор я буду всему учиться». И мама сказала: «Вот и хорошо».